Несчастный случай на стройке и вся жизнь под откос. Именно такая трагедия произошла в семье Макаровых. Теперь муж и отец прикован к постели, а его супруге приходится сидеть по уходу за ним. Виноват ли работодатель и кто будет платить за дорогостоящие лекарства? В непростом деле разбиралась и наша съемочная группа. Семья Макаровых оставлена на произвол судьбы после несчастного случая на стройке. Уже 2,5 года жена сама своими силами ухаживает за мужем, который получил тяжелую травму на стройке. 9 марта 2017-го, день, разделивший жизнь семьи Макаровых на до и после. Трагедия происходит на стройке. Рабочий Макаров падает с опалубки на бетонный пол с высоты 2,5 метров. Врачи констатируют переломы ребер, ключицы с правой стороны тела и травму головы с левой. Позже мужчине удалят левое полушарие мозга полностью. Мне позвонила его невестка, жена брата родного, и сказала, что он упал с высоты. Мужчина перенес 7 операций. Была удалена большая гематома на головном мозге, которая поразила левое полушарие. Установлена трахестома. Анатолий 1,5 года находился в коме. И только благодаря жене, которая сама нашла нужный препарат, он сейчас в сознании, слышит, видит, но правая часть тела парализована полностью. И потом после вот этого препарата он начал уже выйти из комы. С помощью вот этих препаратов он сейчас меня понимает, меня слушает. То, что я ему говорю, он пытается делать. И вот эти препараты очень дорого стоят. Один комплект 28 тысяч. Насколько хватает? Вот этот препарат хватает только на 1,5 месяца. Сейчас жена собирается подавать гражданский иск на работодателя супруга, чтобы им возместили не только материальный, но и моральный ущерб в общей сумме более 10 миллионов рублей. Мне работодатель сам сказал: я тебе ничего не должен. И я хочу, чтобы справедливость и законность восторжествовала. Я хочу, чтобы он был наказан. Я хочу, чтобы вот такой случай не остался в стороне. Однако у работодателя своя версия тех событий. Он утверждает, что материально семье помощь оказывал, несмотря на то, что на день трагедии Макаров даже не был официально трудоустроен. Случай, это я еще раз говорю, я этого человека не знаю, не знакомился с ним. Я к нему заходил после случая, как его уже отправили на терапевтическое отделение, или общее отделение, как называется. Я туда заходил в палату, я его оформил задним числом по их просьбе. И сейчас за это я сынок получил благодарности. Понимаете это? Действительно, в ходе проверок состава преступления со стороны работодателя найдено не было. Уголовное дело не возбудили. Однако в заключении трудовой инспекции все же отмечено, что травма у мужчины тяжелая, и работодатель нарушил технику безопасности на объекте. При этом производство уголовного преследования прекращено в связи с истечением срока давности. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск.